Акшам шерифингиз хайырлы olsun, сайгалы телесъезжилер. Доброго вам вечера, дорогие телезрители. В эфире программа «Уч Фильджан Каве». 3 чашечки кофе. Каждый из нас, ну хотя бы раз бывал в музее, картинной галерее, интересовался старинными вещами, изделиями, те, которые производились руками наших предков, и выносил для себя что-то новое, свежее, возвращался в старину, и оживали, скажем, те прошлые дни нашего народа. И вот сегодня я вам представлю нашего гостя. Это заведующая отделом Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия Сыдыха Джемилева. Приветствую вас. Салям алейкум. Итак, вот ваш музей, в котором вы работаете уже сколько лет? Ну, можно сказать, около 15 лет. 15 лет. Это уже довольно длительный срок. Вы, конечно, знаете о музее все досконально, от и до. Ну, знаете, досконально, наверное, невозможно изучить в любой профессии. Есть какой-то опыт и есть каждодневная работа, которая требует каких-то и научных изысканий, Ну, затем какого-то поиска. Каждый день что-то новое, что-то неизведанное. Ну, как говорят, нет предела совершенству. Ну, да. Вот. С чего начинался ваш музей? Кто был зачинателем этого дела? Может, это были несколько человек? Ну, вы знаете, любой музей – это прежде всего коллекция, его коллекция. И вот в этой связи хотелось бы, конечно, нельзя не вспомнить имя Аблямита Умерова, очень известного всем нашего знаменитого конферансье, который работал в ансамбле Хайтарма. Ансамбль Хайтарма – это наш знаменитый ансамбль, единственный очаг культуры в депортации. Все его знают, Аблямита Умерова, как знаменитого конферансье, автора таких вот интермедий, юмористических номеров. Но и вообще очень веселого человека. Очень веселого человека, который по жизни вот собирал наш народный фольклор. Вот с его легкой руки пошло такое вот выражение, как «татлы ногай». Но одна из его граней вот в депортации это было собирание нашего декоративно-прикладного искусства. То есть вот его, я не могу сказать увлечение, но одна из его вот таких вот ярких сторон жизни, как собирательская деятельность, коллекционирование этих предметов. Многие рассказывают, что когда вот Аблямит Ага, он знакомился с человеком, он прежде всего после знакомства вот первого узнавал, откуда его корни этого человека, что в семье сохранилось, какие реликвии. И вот благодаря вот такому опроснику первоначально, да, затем люди к нему тянулись и передавали ему какие-то свои семейные реликвии. То есть Аблямит Ага очень такая неординарная личность была, который понимал, что вот история народа, она должна опираться на какую-то историю его каких-то жемчужин, наследия. И это задача музея. То есть Аблямит Ага, он мечтал, что у нас в Крыму будет когда-то свой музей. Уже тогда? Уже тогда. То есть это была мечта его жизни. И все, кто посещал его квартиру, они все рассказывают нам, музейщикам, сегодня, что эта квартира была своего рода музей, где хозяин этого дома мог часами остановиться возле какого-то предмета и рассказывать о истории его приобретения. Так как он был по профессии своего, по профессиональной деятельности, его была связана с ансамблем Хайтарма, они много гастролировали по Союзу, и вот как-то вот один такой вот частный случай из его жизни, они побывали уже здесь, в Крыму на гастролях, и он, заглянув через забор, увидел там такую вот чью-то семейную реликвию, какой-то предмет из столовой утвари. И, постучавшись в калиточку, он попросил, говорит, а можно я вот поменяю вот этот вот предмет старины
На современный. Хозяйка, конечно же, согласилась с этим. Он, не задумываясь, побежал в близлежащий магазин, купил какую-то новую там чашечку и так далее. И вот таким образом, даже таким образом возникали какие-то вот пополнения в его коллекцию. Но сегодня это вот первооснова его коллекции. А сам Аблямит ага, он мечтал ее, что она будет, что он сам ее привезет к нам в Крым, но кысмет олмады. И за это сделала его супруга Хатидже Добра и художники Али Мусиинов и Зарема Трасинова в 1995 году перевезли коллекцию в Крым. Вот сегодня она является достоянием нашего народа. То есть Да. это есть основа вашего музея? Основа, я так думаю, что да. Ну, и другие тоже коллекции стали такими вот первоисточниками, которые пополнили наши фонды. И сегодня мы с удовольствием показываем их в своих вот музейных экспозициях, Понял. на выставках. Итак, мы переходим к следующей чашечке кофе. И я хочу вас спросить, есть ли музеи, подобные вашему, у нас тут на территории Крыма? Ну, наверное, такие, которые бы вот концентрировались на сборе именно нашей национальной культуры, есть еще на территории нашего Крыма. Это, конечно же, Ханский, наш знаменитый дворец. Ну, это целый комплекс. Комплекс, Да. да. Но в нашем музее мы непосредственно стараемся собрать и работы наших художников, потом мастера нашего декоративно-прикладного искусства. Я думаю, что не хотелось бы, конечно, кого-то обидеть, но вот первоочередная наша, вот и уникальность, наверное, нашего музея в этом и заключается, в том, что мы стараемся вот как-то сконцентрироваться на систематическом таком вот сборе и популяризации нашего искусства. Но в любом случае, вот эта соревновательность между музеями, вашим и другими, ну, в это хорошем смысле слова, да, в хорошем да. смысле этого Хорошее. слова. Такая вот, может быть, и у спортсменов же тоже есть какой-то вот именно стимул. Соревновательный характер. Соревновательный характер, это является и стимулом для хороших результатов, таких вот высоких результатов. Отлично, отлично. Ваши экспозиции, они бывают только у вас в музее или вы выезжаете куда-то? Вы Можете знаете, где-то в другом городе сделать экспозицию? ну, да, мы стараемся делать и в других городах, то есть популяризировать, пропагандировать на более, выходить за рамки Крыма. То есть у нас были такие выставки, это выставка и в Киеве, вот мы экспонировали, это был 2005 год. Затем не только вот на территории нашего музея, но и в Ялте стараемся вот в этом году, на следующий год у нас в планах показать эту выставку. То есть спектр, он такой на самом деле очень широкий, и мы только будем рады, если мы будем выходить за рамки нашего родного полуострова. Вы принимаете в дар, я понимаю так, в дар от населения все старинные вещи или идет какой-то отбор? Вот это мы возьмем, а это не возьмем. Вы знаете, вот по-разному складывается именно собирание коллекции. Бывает что-то вот такое незначительное, а когда вот уже присмотришься, то есть мы стараемся как-то не поверхностно изучать предмет, а вот изнутри как-то проникнуть, узнать его легенду, узнать, с какого времени он находился в том или ином, потому что предметы многие, они же передаются из поколения в поколение, вот в семье какой-то, то есть возникает вот какая-то цепочка. И то есть мы стараемся, конечно же, когда к нам приходит человек или какая-то определенная семья, то есть изучить досконально, вот каким образом этот предмет принадлежит в семье, и поэтому уже исходя из этих данных, затем, то есть стараемся, конечно же, по возможности побольше потратить времени, наверное, на изучение самого предмета, а затем уже его дальнейшую судьбу увидеть уже. Определить его судьбу. То есть бывает, что предмет кажется изначально, ну такой вот я уже... Невзрачный. Да, невзрачный. Но на самом деле у него очень богатая история, у него интересная судьба. Понятно. А теперь вот
Очень важен показатель для музея, вообще для таких организаций, как музей, это посещаемость. Вот в год примерно сколько у вас бывает посетителей? Ну, в год я уже даже могу похвалиться. У нас вот такая тенденция сейчас намечается, что зритель приходит в музей. Приходит, но это благодаря, конечно, и тому, что у нас мы сейчас очень много времени тратим на рекламу своих выставок и так далее. И вот благодаря там появились интернет, какие-то контакты, группы, где мы рассылаем, очень много делаем рассылок на свои выставки, на какие-то юбилейные, такие вот важные проекты, которые у нас проходят в музее. И вот благодаря этому вот, техническому оснащению у нас пошел зритель, можно сказать, и вот очень радует такая тенденция, что в выходные дни приходят бабушки, беря за руки своих внуков, приходят, стараются вот просветить детей, и иногда даже говорят: ты слушай, слушай, получай информацию. Да, Ну, вот да. это вот, конечно же, плюсы и очень такая положительная динамика в работе музея. То есть вот этот стереотип, что музей — это что-то такое ветхое, что-то такое заскорузлое, неинтересное, вот как вот стереотипное мышление. И одна из наших задач вот развеять вот этот миф о том, что музей — это что-то вот Да, такое. он уже развеян. Он уже Лично развеян, я уверен в думаю, этом, что да, он развеян. да, то есть... Вот помимо экспозиции, чем занимается еще ваш музей? Какими работами? Вы знаете, сейчас мы стараемся любые формы использовать вот в своей практике. Допустим, вот как один из примеров таких, я приведу пример. Этот год у нас объявлен годом российского кино, но также вот в нашей культуре у нас доминован тем, что ровно 90 лет, это 26-й год, когда вышел на экраны фильм «Алим». С нашим очень ярким таким актером, это Хайри, народным героем, где он вот сыграл свою одну из таких культовую роль свою. И одна вот из таких форматов, мы привлекаем и студентов, когда мы показываем этот немой фильм. Казалось бы, сегодня наше молодое поколение, они ходят в кинотеатры и смотрят, например, 3D, да, вот, а когда мы видим, что их это впечатляет, вот этот фильм, эти такие вот натурные съемки какие-то, Пейзажи, пейзажи, старинные, да, этнография Крыма, то это, конечно же, радует. Вот такой формат. Потом всевозможные мастер-классы, потому что музей — это вот не только просто вот пришел человек и увидел какие-то предметы. Вот хотелось бы оживить эти предметы. То есть мы используем такой формат, как вот ожившая экспозиция, где мы можем не только, вот, допустим, музыкальные инструменты. Раштага вам это не... То есть я вам не открываю Америку. Близкая это тема, очень да. близкая тема для вас. И музыкальные инструменты. Мы хотели бы, чтобы, вот, допустим, дети, это вот такой вот подростковый возраст, очень часто посещают музей, чтобы они, когда пришли в музей, они не только наглядно увидели вот тот или иной музыкальный инструмент, но они услышали его звучание, как он употреблялся, в каком ансамблевом составе. Если это вышивка, то какие техники существовали в вышивке, потому что мы знаем, что у любого народа есть какие-то свои отличительные и общие признаки, вот даже в технике вышивки и так далее. То есть в музыкальной культуре были какие-то общие черты, были какие-то общие музыкальные инструменты. То есть вот эти вот признаки детям хотелось бы, конечно, вот при посещении, чтобы они уходили с какими-то знаниями, прежде всего, чтобы вот их заинтересовать, чтобы они тянулись к этому, к миру прекрасного, прежде всего. Понятно. Я знаю, что у вас в рамках вашего музея бывают встречи с интересными людьми, с писателями, поэтами, музыкантами. Вот последний раз я был у вас, по-моему, это был Энвер Ага Шарфетдинов. Его памяти была посвящена экспозиция, да? И до сих пор она есть, да? Вот, По просьбам зрителей мы продлеваем, так как сейчас уже вышли на учебу студенты, и поэтому вот Энвера Шарфетдинова выставку мы знаем, это корифей нашего национального искусства. Хотелось бы вот побольше ознакомить
и студентов с его жизненным и творческим таким жизненным, и профессиональную какую-то сферу осветить. То есть у нас там представлено, вот вы посещали эту выставку, Да. видели. Ну, а если забегать вперед, вот говорить, какие еще у нас там, допустим, интересные встречи, то они у нас проводятся, я не знаю, вот, допустим, в месяц мы, наверное, 2-3 встречи такие интересные проводим. Вот недавно это был вечер поэзии, где были наши молодые поэты представлены. Очень интересный вечер, он так вот прозвучал, были интересные теплые отзывы об этом. То есть мы стараемся охватить, ну, По мере возможности. по мере возможности, наверное, не только наших каких-то вот уже интересных вот из того поколения артистов или там каких-то театральных деятелей и так далее, но и молодое поколение, потому что вот молодость, она тоже по-своему интересна, вот искренность какая-то, которая исходит из поэзии, допустим. То есть это тоже один из интересных пластов, которые нужно вот пропагандировать, освещать, приглашать зрителя, чтобы все знакомились как-то побольше с этим интересным явлением в нашей культуре. Есть. Сейчас как раз у нас есть возможность посмотреть небольшой сюжет из вашего музея с участием художника. Не буду называть его имени, его знают все. На персональной выставке заслуженного художника Крыма Ирфана Нафиева можно увидеть прошлое и настоящее Крыма и крымских татар. На живописных полотнах синевато-фиолетовые горы, уходящие вдоль реки, бьющие родники, старые домики с красной черепицей, узкие улочки, летящие в небо журавли. Это все можно увидеть в работах Ирфана Нафиева. В каждой работе Ирфана Нафиева его крымско-татарская душа, в которой боль утраты всегда сочетаются с радостью возвращения. Как и все наши художники, я посвятил многие свои работы теме возвращения. У меня есть картина, в которой я описываю женщину, которая после многих лет нашла дом и вернулась в него. Таких работ у меня много. 2001 года Ирфанбей возглавил Ассоциацию крымско-татарских художников. 2014 года он член Союза художников России. Ирфан Нафиев также преподает в Крымском инженерно-педагогическом университете. Ирфана я очень люблю, я его люблю, вот ты сказал в конце очень хорошее выражение – философия. Вот я в его рисунках вижу его философию, его работах, я ценю философию. Вот в любой работе, посмотрите, только сейчас ему говорю, вот Шах-и-Зинда, да? Это 9-12 век, 1000 лет тому назад. Да? Знаете, вроде бы уходящее уже, погибающее время. Смотрите, летят журавли, и этот памятник живет, он нас зовет к себе, говорит, посмотрите на меня, взгляните на меня. И эти горы тоже, они как бы разговаривают с тобой, они, горы у него не такие вот жесткие, как очень часто рисуют, да? Опасные такие, они у него мягкие, ласковые. Он как он сам такой, понимаете? Ирфан Нафиев – организатор и участник многих республиканских и международных выставок. Его работы хранятся в собраниях музеев и частных коллекциях России, Узбекистана, Украины и Турции. У него своеобразный колорит, гамма, тема своя, сюжеты свои. Ну, такая личность интересная, творческих успехов в дальнейшем, чтобы он еще был более активным был, более темпераментным был, интересным был, чтобы он каждый раз своей выставкой нас радовал. Кто не знаком с творчеством Ирфана Нафиева, в котором отражен глубокий философский смысл, в тонко переданных художественных воплощениях автора, может посетить персональную выставку в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. А мы продолжаем. Работники музея, вот, входят ли в их обязанности поиск каких-то старинных вещей? Или это вот, скажем, вот по наитию принесли, не принесли, не принесли? Ну, это одна из таких вот интересных направлений в нашей работе, когда мы можем именно глубже проникнуть вот в ту или иную отрасль, изучить
Допустим, вот у меня был такой, на мою долю выпало интересное такое явление, как музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, все мы знаем, что это та часть нашего наследия, которая могла не дойти до наших дней. Не дойти, но в силу определенных обстоятельств. Музыкальный инструмент – это все равно, что живое существо, да, которое очень сложно сохранить. Нежное. Нежное существо, которое вот уже срастается с самим музыкантом. И вот когда, допустим, я вот работаю в отделе искусств, мы начали формировать коллекцию музыкальных инструментов, стали изучать, а изучение, оно идет из разных источников, и археологические какие-то источники, и письменные источники, и так далее. То есть в нашей культуре это сазы, мы стали искать информацию, и вот мне бы хотелось упомянуть, конечно же, знаменитого этнографа, большого профессионала своего дела Аркадия Кончевского, который один из первых стал собирать, изучать народную музыку крымских татар. И даже вот к своему сборнику, который вышел в 1929 году в Крыму, «Песни Крыма», он написал, что мне удалось положить почин, на мою долю выпало счастье, положить почин систематическому собиранию народных песен в Крыму. Начинал он это с 2014 года, а затем где-то в течение 5 лет, то есть с 17 по 22 годы, он собрал около 62 песни крымских татар. Вот 25 из них вошли в первый его сборник, а остальные должны были войти в сборник «Песни народов Востока». И что немаловажно, еще он делал нотную фиксацию. Нотную фиксацию, да. То есть этнограф, профессионал своего дела. И там он даже упоминает очень много фамилий вот в введении вот к первому своему сборнику, где пишет, что живы еще хранители, носители подлинной народной песни. Это Эдиге Дадай, Керим Уста, затем Ашир Уста из Ибрет, из Евпатории. Ну, очень много фамилий перечисляет в силу своей профессии, с кем он познакомился, и вот носители той аутентичной народной музыки, которую он зафиксировал, и затем вот они вошли в сборник его песен. Я это очень долго так рассказываю, потому что вот именно вот эта цепочка потом вот по мере изучения, она и выстроила вот такую вот определенную линию. Вот там Аркадий Кончевский упоминает Керима Уста. И каково же было наше, ну, может быть, открытие, я не побоюсь этого слова, или удивление, когда мы, изучая, собирая эти музыкальные инструменты, к нам пришел музей, вот вы спрашивали меня, как вот приходят в музей, как передают эти музыкальные, ну, в частности, музыкальные инструменты. Пришел наш соотечественник, это Асан Ага Бекиров, Алла Рахметалисон, он тоже очень много сделал для пополнения наших фондов, для популяризации нашей культуры. И он в конце, наверное, 50-х посетил Аркадия Кончевского, тот уже был в таком преклонном возрасте, убеленный сединами, да, такой уже почтенный старец. И когда же он его посетил, вот сам Асан Ага нам рассказывал, что он так обрадовался, что вот крымский татарин нашел его в таком небольшом украинском городочке, Винница, такой вот аккуратненький, красивый город, приехал, и вот он при знакомстве вытащил 2 этих музыкальных инструмента и говорит, я их вот кочевал по Советскому Союзу, вот в силу своей профессии, и они кочевали со мной. Один музыкальный инструмент Керима Уста, вот которого он упоминает в введении вот, к сборнику «Песни Крыма». И второй музыкальный инструмент – это Мамута Рифатова из другой уже музыкальной династии, что вот сам по воспоминаниям Асан Ага Аркадий Кончевский тогда сказал, я вот вам передаю эти 2 музыкальных инструмента и знаю, что они будут достойно представлять вашу музыкальную культуру. У вас очень богатое музыкальное наследие, то есть вот первопроходец нашей музыкальной культуры, который немало сделал. Вот такие интересные вот, бывают моменты в работе, когда таким вот методом музыкальные инструменты, которые были созданы и
подарены самому этнографу в знак вот уважения, в знак дружбы, которая состоялась благодаря вот такому тандему. Эти музыкальные инструменты сегодня в нашем музее, в фондах наших. Все же вот я часто бывал в вашем музее, и думаю, еще буду часто. Да, мы будем очень рады вас видеть Спасибо. в стенах нашего музея. Все-таки тесновато. Вот есть ли перспективы на будущее, чтобы расширить, так сказать, экспозиции, помещения? Вы знаете, вот если были бы такие перспективы, чтобы мы расширились, чтобы мы смогли более достойно показывать свою коллекцию, то есть, ну, это работа, наверное, Министерства культуры, которое мы сейчас арендуем свои помещения, и поэтому чем больше у нас будет площадей, тем больше будет интересных проектов. И мы будем более, наверное, выходить на такой масштаб, на размах у нас будет больше, и мы можем показывать. Вот просто недавно мы открыли выставку, 5 октября, на прошлой неделе у нас открывалась выставка, посвященная художнику Ирфану Нафиеву, где художник принес столько своих работ, но зал, вот, к сожалению, не позволил. Ну, вот этот мой вопрос уже больше к властным структурам, нежели к вам. То есть не вы же будете, да. Музей покупает ценные вещи или, в общем-то, это просто передача в дар, да? Или, может, есть происходит какой-то торг, извиняюсь за это слово. Ну, по-разному. Вот я вам принесу, а вы мне столько-то заплатите. К сожалению, наши возможности ограничены. По-разному получается источник поступления предметов. Хотелось бы побольше, чтобы были представлены в наших фондах и работы наших художников и так далее. Что-то мы действительно получаем в дар. И вот Чохсагулнас, наши коллекционеры, мне бы хотелось поблагодарить и Тимура Дахжи, который вот передал в фонды нашего музея архив своего дяди Хайри Мирзаде. Очень ценные материалы, которые мы сейчас изучаем, вот, используем на своих лекциях. Затем поблагодарить других коллекционеров. Сейчас я, наверное, всех не упомяну. Ну, конечно, да. Пусть на меня никто не обижается, но вот хотелось бы... Кто-то приносит именно и тканные изделия вот своих бабушек, прабабушек, и понимают, говорят, ну вот нас не станет, все равно это музейный предмет. Конечно, да. То есть есть по-разному, как я говорю, получается поступление, вот, получается пополнить наши фонды. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать, как вы сказали, музейщик? Но я думаю, что самое главное в любой профессии – это не ограничиваться поверхностным изучением предмета, а стараться проникнуть в его сущность. Вглубь, да? Вглубь, да. Вот это одно из тех качеств, которое требуется вот в силу профессии самой. Чем больше мы будем стараться глубоко изучать, тем интереснее у нас будут, наверное, и сами выставки. Сама подача вот этого материала экспозиционного, которого мы пытаемся донести до нашего зрителя. Но все же, вот есть люди, которые, ну, уже в годах люди, которые вот этот мой фильджан, или это, скажем, моя чашка старинная, да, никуда не сдам, вот пусть она у меня дома лежит. Как вы думаете, правильно ли они поступают? Не хотелось бы никого обидеть, но я думаю, что в любом случае, мы работаем с нашим населением, что если это действительно какая-то вот в единичном случае, да, вот как вы сказали, мой фильджан, мое и никому. Да. Не, но у нас, кстати, люди очень отзывчивые. На выставку нам все предоставляют материал, предоставляют свои семейные реликвии, чох сагулсынулар, бізін вот ветандашлар, в том плане, что вот таких прецедентов не было. На выставку мы хотя бы вот не просто передать предмет, а получить на экспонирование
Вот такие у нас, такое сотрудничество у нас зачастую и происходит с коллекционерами. Потому что вот настоящий коллекционер, он понимает, что его задача не просто вот получить этот предмет и его глубоко спрятать вот куда-то, да, там в сундучок и никто так не далее, видел, да. чтобы никто, это не настоящий коллекционер, а настоящий коллекционер, к нам наоборот приходят коллекционеры, и как с музейными сотрудниками, потому что они это зачастую могут его приобрести, что нам иногда не удается приобрести всегда, вот, предмет, который хотелось бы иметь в своей коллекции. А изучить — это, конечно же, вот прерогатива уже музейного сотрудника. Изучить как-то, вот придать ему научную какую-то окраску, вот, атрибутировать его. Это все уже вот наше дело, наша первоочередная задача. Да. Понятно. Вы сказали, что вас часто посещают ученые, художники, ну, наши, да, вот, из числа крымских татар, крымчан. Как часто приходят к вам зарубежные гости? Ну, бывают такие моменты, что приходят и с переводчиками. То есть интерес к нашей культуре, он выходит за пределы нашего полуострова. И с Англии вот были гости у нас, и очень много гостей, которые интересуются, и иногда вот даже удивляешься, вот приходит с переводчиком, говорит: а как вы нас нашли? А ничего, нашли, вот мы находимся в черте старого города, и очень приятно видеть вот тот контакт, который создается, и то удовольствие, которое человек получил, уходя вот с нашего музея. Я думаю, это самое главное. Правильно. Самое главное, Правильно. потому что искусство, оно, в принципе, и не имеет национальности, как мы уже знаем, и оно прежде всего должно восхищать. Вот. Это одна, наверное, из тех задач, которые мы ставим Поднимать перед собой. духовный уровень. Да. Поднимать духовный уровень, как-то делать человека лучше, добрее, наверное. Ну вот такие вот. Да. Все-таки вы проработали 15 лет в музее. И прежде чем я вам задам следующий вопрос, давайте еще по одной чашечке кофе выпьем. Вот, вы общались со многими людьми. Кто остался у вас так вот ярко в памяти из наших, из числа интеллигенции, да? Писателей, музыкантов, артистов? В вашей памяти кто остался за эти 15 лет? Ну да, вот у меня, конечно же, на мою долю выпало такое счастье познакомиться с такими нашими знаменитыми, известными актрисами, которые работали еще в Крыму до войны. Это прежде всего Айше Аптеминаметова, Сания Налбандова. Вот, я уже познакомилась, они были уже, будучи вот в таком почтенном возрасте. Я всегда вот с такой благодарностью вспоминаю эти общения. Люди, которые много рассказали очень о нашем и довоенном театре, поделились вот ценной информацией, которые потом послужили для создания интересных экспозиций. Одна из таких экспозиций — Айше Аптедитанова. Вот уже их сегодня нет, но, к счастью, мы их застали, мы успели вот собрать те знания, ту ценную информацию, те сведения, которые они... И вы знаете, вот что меня удивляло вот в этом общении, что когда речь заходила о театре, они, вот, у них возникал такой блеск в глазах, они могли часами об этом говорить, рассказывать, делиться этой информацией. Я один раз, вот, когда поехала к Айше Апте, и мы даже не заметили, как время пролетело. Вот настолько она рассказывала, каких спектаклей они играли, какие роли исполняли, как и так далее. Это Фатьма Аметова тоже, вот, наш то старшее поколение, которое играло в театре в Крыму. Мы даже смогли благодаря этому создать вот интересные экспозиции. Одна из них была посвящена Айше Аптедитановой, она сама тоже приезжала, читала монолог Заремы из спектакля «Бахчисарайский фонтан». Затем другой актрисе у нас была очень интересная выставка посвящена. Это Заре Белялова.
выставка так и называлась «Одна из тех, кто болел театром». Это та драматическая актриса, которая даже в ансамбле «Хайтарма», вот, как мы уже упомянули, это был такой вот очаг культуры единственный нашего народа в депортации, где ставились также и спектакли, где Зоря Белялова играла роль Хайняны, то есть вот обладала таким, у нее амплуа была драматическая актриса, актриса драмы. И вот благодаря, ну, Зоря Белялова, она в Ташкенте умерла, но ее дочь, вот Чох Сагулсон, и Эльзара Бахшиш, которая очень много помогала вот становлению, каким-то сведениям получить именно о том периоде. Вот благодаря таким людям мы создали очень интересные выставки. Одна из них была, как я сказала, в 2008 году, другая в 2010 году. Вы знаете, у нашего народа есть такое вот слово «сюляле», то есть вот это вот та вот порода, тот костяк нашего народа, наверное, вот элита. У каждого народа есть своя элита. То есть это вот были именно такие люди. Я же говорю, я всегда с благодарностью вспоминаю, что мне вот на мою долю выпало это счастье общаться с ними. Понятно. Да. Ну, я думаю, Значит, любой музей, ну, любое творческое заведение живет какими-то проектами, которые оно предполагает в будущем, значит, освоить, ввести в практику. Вот что у вас впереди должно быть, что должно произойти впереди у вас, какие проекты новые есть, встречи с интересными людьми, может быть, какие-то. Вы знаете, вообще любой музей, он формирует свои все замыслы и все свои вот перспективные планы на 3 года вперед, Ну, я да, не ошибусь да. этого слова, то есть такого сравнения. То есть мы стараемся вот шагнуть не только вот на месяц вперед, там, на полгода вперед, но на 3 года вперед. Есть такие выставки, которые готовятся, ну, может быть, как вот какая-то года 3 можно готовить одну интересную экспозицию там, или десятилетиями идти к одной выставке. Все зависит. Ну, конечно, хотелось бы, вот, если ты живешь буквально этой идеей, поэтому очень много, на самом деле, интересных замыслов, но как человек такой вот, ну, не суеверный, а очень часто, когда открываешь чуть-чуть завесу вот этих вот, наверное, замыслов, потом боишься, что оно так и не родится. Вот как, А знаете, вдруг, как, да? да, как дитя такое, которое нужно бережно охранять. Правильно, правильно. Садык Ханум, вас посещали очень много интересных людей, да, которые уже ушли из жизни. Но есть еще люди, которые живы и жива их память о прошлом Крыма, о прошлом именно искусства Крыма. Вот как вы думаете, с ними работать? Но если вы имеете в виду то искусство Крыма, которое носители, наверное, той информации, которая передается из поколения в поколение. Допустим, вот у нас есть сегодня, к счастью, мастера музыкальных инструментов. Вот один из них, такой яркий представитель, Нариман Идрисов. Когда мы с ним так вплотную, он на сегодняшний день изготавливает музыкальные инструменты, даре. Затем в его уже творческом арсенале есть и даул, который вот он изготавливает, и даже такие более... Их бывает 2 вида: чубуклу давул и чохмарла давул. Чохмар даул. Вот. И это все тоже идет на генном таком уровне. То есть его 2 дедушек и по материнской линии, и по отцовской линии были музыкантами. Дедушка по материнской линии был Кемани-Дже, знаменитый Куртмулаев Суфьян, 6-го года рождения, родом из Бахчисарая. Второй дедушка Даредже. И вот сам Нариман Ага, сегодняшний мастер музыкальных инструментов, он говорит о том, что я все время видел, как дедушка готовил, вот, чтобы изготовить музыкальный инструмент, там тоже есть очень много этапов. Если это ударная группа, то это и кожа, и дерево,
которое нужно Металлические будет, там, и обручи да-да-да. и так далее. То есть он видел его и генной памяти, и вот визуально видел, как дедушка изготовлял какие-то детали для музыкальных инструментов. На сегодняшний день он притворяет все это в своей практике. Затем, то есть, видите, даже человек, будучи другой профессии, он приходит к этому сам, то есть готовит музыкальные инструменты. Другой вот мастер, например, Расим Ага Юнусов, он тоже изготавливает дарье. Затем сейчас у него стоит задача изготовить такой музыкальный инструмент даул, то есть это вот одни из излюбленных музыкальных инструментов. То есть сами носители вот той генной информации, которыми они располагают, они стараются ее возобновить, использовать вот на том вот та память, которая у них существует, они сегодня, и мы, конечно же, стараемся привлекать их в музей, показываем, организовываем творческие встречи с такими интересными людьми. Затем какие-то мастер-классы. Вот один такой формат работы, это приглашаем такую творческую личность, и он уже сам рассказывает, каким образом он пришел к этому. Понятно. А вот язык общения, предположим, пришел товарищ, да, музыкант, писатель, да, общается с аудиторией. Какой язык общения выбирается? Или это делается, как говорят музыканты, ad libitum, по желанию исполнителя? Ну, это все так естественно происходит на самом деле, то есть органично происходит, и никакого, когда с родного Обособления языка... нет. Обособления нет абсолютного, то есть с родного языка можно также гармонично перейти на другой язык. Все зависит от конкретной аудитории. Аудитория, то есть она и делает само мероприятие, как вот мы говорим, наличие определенных лиц, действующих лиц и тех, которые находятся в зрительном зале, если мы были в театре или в музее, там мы называем их просто наши посетители, наши гости, наши какие-то... Есть какой-то определенный костяк, который уже вот приходит из мероприятия в мероприятие. То есть и вот таким образом создается вот само действие мероприятия. Музей, муза. По-моему, их было 9, да? В древнегреческой мифологии. Да. Муза. От чего и произошло слово «музей». Так, как вы думаете, основное назначение музея в чем? Основное назначение – это все-таки, чтобы к нам потянулись люди, которые, вот знаете, как говорят, вот, может быть, это известное изречение, что без прошлого нет будущего, без прошлого. То есть все равно все опирается на какие-то истоки. Вот. И поэтому одна из задач, наверное, не только нашего музея, а тех людей, которые занимаются историей, это чтобы вот то, что мы делаем, оно имело свой посыл. Посыл вот именно, ну, в массы не хочется говорить вот такого, да? А чтобы человек, который пришел в музей, он неизменно ушел с какими-то позитивными эмоциями, с тем, что он почерпнул, узнал много нового, он увидел, пришел, увидел и впечатлился вот тем, сделал для себя какие-то открытия. Я бы еще добавил, музей имеет воспитательный характер работы. Воспитательный характер работы, и вместе с тем, вот именно, вот знаете, в любой профессии есть какой-то отклик. Да? Вот когда вот этот отклик возникает такой вот, как диалог своеобразный, когда ты сделал что-то, и пришедшие в наш музей, они увидели, они сказали тебе спасибо, они там написали какой-то отзыв. Конечно же, это вдохновляет и движет вот на новые какие-то проекты интересные, на новые замыслы. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Наше время истекло. Мы рассмотрели, в общем-то, широкий круг вопросов, который касался даже не только музея конкретно. Вот. Мне остается только добавить нашим дорогим телезрителям, что у нас сегодня в гостях была заведующий отделом искусства
искусств. искусств. Правильно. Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Садыка Джемилева. Большое вам спасибо. Çok sağ olun. Успехов и еще раз успехов. Приходите к нам всегда. Всегда будем рады. Спасибо. Sağ olunuz. До свидания, до новых встреч.